Добрый день, древние тибетские ученые пишут, что среди женских заболеваний существует 9 видов опухоли. Один из видов опухоли по-тибетски называется гаща. Это и есть миома матка. Миома может быть внутренняя, мышечная и наружная. Причина этого заболевания выключает 3 аспекта. Первый аспект – это неправильное питание и неправильный образ жизни, из-за чего происходит сбои женских гормонов и далее образуется миома матка и так далее. Это может быть злоупотребление спиртными напитками, сладкая пища, жареная еда, холодная еда и так далее. Например, если сегодня вы хорошо выпили, то в течение 3 недель ваш поджелудочная железа и яичник будет в состоянии опьянения. Это очень опасно для женского организма. И она также может вызвать заболевание миома матка. Второй аспект – это судьба. То есть миома может передаваться по генетической линии. Если у вас хорошая судьба, нет подобной генетической проблемы, связанной с маткой, то хоть как и у вас не будет миома матка. Третий аспект – это в древней тибетской медицине написано, что в матку попала грязь, которая негативно влияет на матку и стать причиной миома матка. После того, как образовалась миома матка, у многих женщин начинается болезненно и обильно месячная. Почему так? Потому что когда матка сокращается, и именно тогда заканчивается менструация. И тут миома мешает при сокращении матки, поэтому менструация идет обильно и долго. Но миома бывает без симптомов, и современная медицина миома матка относится к хирургическим заболеваниям. Без сомнения, если нехорошая миома матка, то нужно удалить хирургическим путем. Но в мире почти каждая третья женщина ходит с миома матка. Это не значит, что каждый нуждается в операции. Поэтому, если у вас, как обычно, миома матка, то сначала можно попробовать лечить без операции. Действительно, в моей практике с большим результатом прекрасно доказано, что миома излечима. В крайнем случае, если не можем остановить рост миома матки, то можете удалить. Миома подобна листку на дерево. Если удалить листок, но не удалим корень, то заново появится листок. Поэтому очень важно узнать, какая у вас миома матка и как ее лечить. Особенно нерожавшим женщинам будьте очень осторожными, чтобы потом не было проблемы с деторождениями. Спасибо за внимание.